Привет, телезрители! Добрый день, ребята! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Будем знакомить вас с новостями, событиями и прочими важными вещами. Твои проводники на вершину событий Радомир Усманов И Аня Шакова. Прямо по курсу все самое-самое. Сегодня в выпуске «Как спасти леса от вырубки», что такое этнография и где говорят по-японски. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре 9 ноября. Как началась ваша вторая учебная четверть? Возможно, вы сейчас посмеетесь, но прямо сейчас у меня идет дистанционный урок по математике, поэтому мне было бы интересно послушать и ваши рассказы. Звоните и рассказывайте. Наш номер телефона 2 925 986. А мы напоминаем, что в этом месяце наша детская информационная служба празднует свое десятилетие. Внушительный возраст для телепередачи. Предлагаю в очередной раз вспомнить, как все начиналось. Ваши телевизоры передают детскую информационную службу «Гора новостей». Начнем с событий дня. Сегодня у нас 16 ноября, кстати, уже 2013 года. Да уж, только начали учиться, а уже столько уроков задали. Ну, я думаю, что если предмет знаешь, то домашка это не проблема. Но если бы я была бы учительницей, я бы отменила все уроки. Хороший из тебя педагог бы вышел, стала бы учителем года. Пишет Егор. О, мой тезка. На днях он записался в бассейн. Сначала он будет в маленьком учиться, потом их переведут в большой. На календаре 22 сентября, и это Всемирный день отказа от автомобилей. Навсегда? Нет, на сегодня. Давайте навсегда. Ну, а почему? Мы спасем экологию. Очень красивую елку нашли, хорошо ее украсили, нарядили. Осталось только дождаться Деда Мороза. Включай нас каждый день И будет на вершине событий. Пока-пока. Ну, мы ведь все-таки новости, поэтому предлагаю обратиться к свежим событиям. Вы можете тоже прикоснуться к истории, потому что сейчас создается проект по популяризации башкирского языка. Выбираем самое красивое башкирское слово. Проект создается детской школой телевидения Телешко и нашим телеканалом Тамыр. Задействованы самые известные медийные лица республики. Вы тоже можете внести лепту, проголосовав на сайте bashslova.ru. Повлиять на выбор может житель любой точки мира. Для этого на портале нужно предложить самое благозвучное, по своему мнению, слово. Через неделю после окончания приема заявок будут опубликованы 12 слов, которые встречались чаще всего. После начнется голосование. Результаты подведут 14 декабря в День башкирского языка. Центр медиа формат. Школа телевидения Телешко. При поддержке фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Представляет самое красивое Башкирское слово. Это проект, который объявляет всенародное голосование. всем Башкортостанам будем определять самое благозвучное башкирское слово. Предлагайте свой вариант. свое слово. И, возможно, именно оно Станет носить Это гордое звание. до 10 декабря. голосуйте на сайте. bashslova.ru. выбирайте. Вместе с республикой. Свайпайте вверх. И раз уж мы заговорили об образовании, то вот еще одна новость. Ранее планировалось, что в начале ноября студенты вузов выйдут на очное обучение. Но нет. Ежедневно в высших учебных заведениях регистрируется от 30 до 50 заболевших из числа студентов и преподавателей. В ВУЗах региона рост числа заболевших небольшой, поэтому студенты колледжей и техникумов продолжают учебу в очном режиме. Интересно, а почему такая разница? Ну, как будто бы кто-то соблюдает масочный режим, а кто-то нет? Точного объяснения пока нет, но, скорее всего, так происходит из-за количества людей. В этом учебном году в СУЗах обучаются около 94 тысяч студентов, а в вузах вообще порядка 98 тысяч. Ну, так-то разница не особо большая. Ну, так-то да. Как вы поняли, у Ани с математикой не очень. Предлагаю посмотреть сюжет про тех ребят, у кого с этим делом все как раз-таки окей. Чтобы стать крутым инженером, нужно начинать работать в этом направлении еще в школе. Эти ребята могут построить настоящего робота, запустить ракету или смастерить гоночный болид. Я уверена, среди них есть будущие великие ученые.
Во время осенних каникул у ребят с инженерно-техническими способностями появилась крутая возможность побывать в необычном лагере. Центр развития талантов «Аврора» организует профильную смену «Время первых». Здесь 45 школьников с 8 по 11 классы. У каждого свой научный проект. Расскажи нам про космическую смену. Космическая смена от Сириуса – это уникальное предприятие, на котором дети могут самостоятельно научиться практике, а не только теории, построить телескоп, как я это сделал со своей командой, спутник, запустить ракету или собрать станцию для приема данных. Ребята приехали со всех уголков Башкортостана. Разместились пока что в школе-интернате номер 1 имени Рами Гарипова. Ежедневно у них насыщенная программа. Например, презентация проектов перед ученым советом, который не щадит своими вопросами. Какую тему ты выбрал для своего проекта и почему? Тему работы мы выбрали «Лесной покров Челябинской области». На данный момент тема леса очень актуальна, потому что везде ведутся рубки разные. Допустим, в Сибири сейчас было обнаружено много разных рубок, и к тому же сейчас обостренная экологическая ситуация. Гора новостей посетила курс по направлению «Обработка снимков зондирования Земли». Они знают, как можно улучшить экологическую ситуацию с помощью новейших технологий. Расскажи вообще, для чего нужна эта штука? Данные станции нужны для приема сигналов со спутников. Принцип работы заключается в том, что сигнал передается со спутника на саму тарелку. Тарелка отражает сигнал и попадает в манипулятор. Дальше по проводам это все ведется к компьютеру, и программа обрабатывает уже сам файл. А у вас в школе на крыше есть такие установки? Уверена, что нет. Представляете? Эти ребята сами изучают все, находят единомышленников, наставников и регулярно что-то изобретают. Это только начало работы. Впереди их ждет запуск собственноручно собранных летательных аппаратов на реальном аэродроме. Пожелаем ребятам удачных экспериментов. Камила Загрединова, Руслан Бекбаев. Специально для Горы новостей. Очень круто, такие ребята умные. Это, кстати, не единственный сюжет с этой лагерной смены. В среду увидим, как эти же ребята не просто защищали свои проекты, но презентовали их на самом настоящем аэродроме. Звучит уже интересно. А мне интересно, как началась вторая учебная четверть у вас, телезрители. Звоните и рассказывайте. Напоминаем, что наш номер телефона 2-925-986. А пока мы расскажем новости. Археологи изучили результаты раскопок поселения Елкибаево-1 в Калининском районе Уфы. Они обнаружили, что в той местности жили люди еще до 2 и 3 тысячелетия до нашей эры. Прикольно, только вопрос, как они это поняли. По своим находкам. Еще тогда, оказывается, люди любили украшения. В самых глубоких слоях археологи обнаружили остатки орудия, фрагменты лепной керамики, развалы лепных сосудов и бронзовый нож. Так что, если вы сильны в этнографии, то предлагаю посмотреть следующий сюжет. Как проверить свои знания и не нахватать двоек? Мы с ребятами решили проверить наши знания в области этнографии. На протяжении целой недели можно было поучаствовать в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Этот уникальный проект позволяет оценить уровень грамотности населения нашей страны относительно всех народов, проживающих у нас в России. Расскажи немного про вопросы, какие они были? Были вопросы, 20 вопросов общие про народы России и 10 вопросов про Башкортостан. Радмир, скажи честно, ты писал сам или все-таки списал? Возможность, конечно, была списать, но я решил проверить свои знания и все писал сам. Молодец. И сколько ты баллов набрал в конце концов? 32 из 100. Задание диктанта, по сути, это тест. 30 вопросов, на которые дается 45 минут. Если время заканчивается, то доступ к вопросам становится невозможным. Максимально можно получить 100 баллов. Сертификат с отметкой о вашей успеваемости приходит на электронную почту, которую вы указали при регистрации. Как ты думаешь, для чего нужен большой этнографический диктант? Мне кажется, он нужен для того, чтобы лучше узнать свою республику, свою родину и вообще проверить знания.
Отлично. А какие вопросы были про Башкортостан? Мне запомнился вопрос про национальный башкирский костюм и его элементы. В этом году в диктанте приняло участие свыше 1 миллиона человек из 46 стран. Вопросы даже были переведены на английский и испанский языки. Ежегодная акция «Большой этнографический диктант» проходит в начале ноября и приурочена она ко Дню народного единства. Акция «Большой этнографический диктант» проходит уже в 5-й раз, но только в этом году она приняла полностью онлайн-формат. А что, удобно, можно взять и списать у друга. НЖ Снегирева, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. НЖ, спасибо. Сейчас мероприятие просто на вес золота. Какие ребята ответственные, взяли и решили написать диктант. Очень похвально. Берите с них пример, проявляйте активность. А мы тоже не будем отставать и покажем, какие активные бывают ребята, несмотря на распространение онлайн-форматов. Что делать, если все соревнования отменят? И даже показательные выступления не проведешь. Эти ребята нашли выход. Спортивная федерация карате Киокусинкай проводит регулярные тренировки. В этот раз они решили сделать видеоотчет для родителей. Ну и самим каратистам не будет лишним посмотреть на себя со стороны. Что такое ОС и как оно переводится? ОС – это приветствие, и когда нам говорят команду, мы отвечаем ОС, это значит, что мы поняли задание. Как ты понимаешь все команды на японском? Нам это обычно говорят на тренировке. Я даже могу досчитать до 10 на японском. Я за 4 года все это выучил. Ич – это 1, ни 2, ич ни санши го рок сич ач кудё. Это до 10. Карате Киокусинкай считается одним из самых трудных и жестких стилей этого единоборства. Зато спортсмен действует максимально эффективно. На тренировках помимо наработки приемов большое внимание уделяется нравственному воспитанию. Тимур, расскажи об этой тренировке. Эта тренировка стандартная, то есть разминка, начиная с ног до головы. После этого идет небольшие бои на координацию, ловкость и ум. То есть не просто драться, но и думать. О чем должен думать каратист? Каратист на тренировке должен внимательно слушать тренера и думать о том, что он делает, а не смотреть по сторонам. Карате Киокусинкай очень зрелищный вид спорта. Ребята, поддержите себя в форме. Ведь в здоровом теле здоровый дух. Костя Полухин, Ильнар Бигбов, специально для Горы новостей. Костя, спасибо. А на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Радомир Усманов. Я Инна Шакова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.